Как будет компенсироваться дефицит государственного бюджета Таджикистана? Возвращение трудовых мигрантов представляет угрозу для таджикских властей. В Таджикистане осужден автор ролика об облавах на женщин в хиджабе. Режим Рахмона пытается показать миру правовое государство. Выполнить параметры госбюджета в условиях влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику республики будет сложно, заявили в правительстве Таджикистана, сообщило информационное агентство Авеста. Чиновники также добавили, что с их стороны планируется увеличить экспорт некоторых видов товаров, которые ранее продавались за рубеж в небольших объемах. Прежде всего, это касается товаров строительного сектора и продукции сельского хозяйства. Напомним, что объем государственного бюджета Таджикистана на 2016 год предусмотрен в размере 18 миллиардов 306 миллионов самони. Эксперты отмечают, что для разрешения проблемы с дефицитом бюджета озвученных мер недостаточно. Более того, сама по себе проблема и кроется в правительстве, учитывая высокую степень его коррумпированности. Ведь именно благодаря властимущим все основные предприятия в стране оказались в собственности иностранных компаний, а большая часть доходов от этих предприятий идут за рубеж и оседает в карманах чиновников и семьи Рахмона. По всей видимости, как обычно, основное бремя по ликвидации дефицита бюджета ляжет на плечи народа Таджикистана в виде дополнительных налоговых и таможенных сборов путем повышения различных ставок и удержаний. Таджикские эксперты считают массовое возвращение трудовых мигрантов из России в ближайшие месяцы неизбежным процессом. Специалисты Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана заявили, что государственные органы страны должны незамедлительно принять меры в связи с массовым возвращением на родину молодой рабочей силы, так как в случае бездействия последствия этого процесса могут быть самыми непредсказуемыми. Анвар Бабоев, представитель Института экономики и демографии, уверен, что в такой ситуации пустые призывы к обеспечению занятости мигрантов не срабатывают. Им необходимо предоставить реальные предложения по трудоустройству. До экономического кризиса в России денежные переводы трудовых мигрантов играли важную роль в экономике страны. Конечно же, у наблюдателей возникает серьезный вопрос: удастся ли властям удержать ситуацию под контролем? Ведь в условиях нынешней экономической ситуации в республике власти вряд ли смогут решить проблему с трудоустройством своих граждан, вернувшихся из трудовой миграции. Суд города Исфары приговорил к 1 году лишения свободы местного жителя Акила Шарифова за то, что он снял на камеру мобильного телефона облаву на женщин в хиджабах со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила радио Озоди Фазинисо Вахидова, адвокат Акила Шарифова. 31-летний житель Джамуата Сурх Исфары Окил Шарифов признан судом виновным по статье 189, часть 2, разжигание национальной, расовой, межэтнической или религиозной вражды УК РТ. Гособвинитель посчитал, что в действиях сотрудника милиции не было ничего неправомерного, потому что в городе происходили культурные мероприятия, сказала Вахидова. На видео запечатлено, как сотрудник милиции насильно ведет 2 женщин, одетых в хиджаб, в сторону белого микроавтобуса. Молодая женщина, сидевшая в салоне этой машины, сказала в кадре, что женщин отведут в участок из-за ношения хиджабов. Следует заметить, что ролик, снятый Шарифовым, стал одним из немногих проявлений протеста против гонений на верующих в Таджикистане, особенно на фоне того, что исламские деятели уже достаточно долго сохраняют режим молчания по отношению к преступлениям со стороны режима. Во всех государственных структурах Таджикистана будут назначены лица, контролирующие соблюдение прав человека. Об этом сообщил 30 мая первый заместитель главы аппарата президента Республики Таджикистан Музаффар Ашуриин в ходе 10-го заседания диалога между правительством и гражданским обществом Таджикистана по правам человека, организованного ОБСЕ в Душанбе. Эти люди будут следить за тем, чтобы в государственных структурах права человека не нарушались, пояснил Ашуриин. Примечательно, что власти Таджикистана в последнее время уделяют огромное внимание тому, чтобы показать международному сообществу, что Таджикистан является правовым государством. И это в то время, как в стране происходит самая настоящая охота на инакомыслящих, организованная режимом Рахмона.